Я помню, что мы редко когда могли вот так выйти, просто погулять там без перчаток, без шарфа, да, потому что всегда было очень холодно. Я хочу, мой Бог, идти за тобой. Держитесь правее. Веди меня, мой Бог, ты знаешь, быть хочу там, где ты пребываешь. Я так люблю тебя. Веди меня, мой Бог, ты знаешь, быть хочу там. Менің есімім Айым, мен 21 жастамын. Астана қаласында дүниеге келдім, және де қазіргі таңда Алматы қаласында тұрамын. Моя история начинается с далекого 2000 года. Я родилась 11-месячным ребенком. То есть для человека это ненормально. И когда врачи маме говорили, что здорового ребенка не ждите, родится инвалид, либо вообще ребенок может не родиться, тогда мама в сердце своем сказала, что какого ребенка мне Бог даст, такого ребенка я и приму. И на самом деле сейчас меня это очень сильно вдохновляет. Наверное, возможно, да, это была проверка веры. Сейчас я очень благодарна за то, что вот я родилась абсолютно здоровым ребенком и могу проживать эту жизнь. Сау баланы күтпеңіз, өйткені өте көп жүріп кеттіңіз сіз, и, скорее всего, мүгедек бала болады. И дәл сол уақытта мен қалайдар вот сондай не болды да, менде қорықпадым. И мен Құдайға солай айттым: қандай бала берсең, соны қабылдаймын. Вот какого дашь, такого приму. Как-то вот я была просто рада, что ребенок родится. И қорыққан жоқпын. И когда уже родилась, акушеркадан сұраймын: Тоня, көрші, сказали, здорового ребенка не ждите, не болып жатыр. А она вот забрала, а ему купают там. Она говорит: Майра, Аим видит, слышит, ей в школу пора. С самого детства я жила в очень хорошей семье. У меня были любящие родители, и нас в семье 5 детей, я из них 4-я. И друзья, у меня отличные друзья и со двора, и крутые одногруппники. То есть влияние всегда было хорошее, не было такого там типа: идем покурим или попьем. То есть, такого никогда не было. Всегда как-то все дружно, как-то ходили постоянно ночевками с друзьями. То есть хочу сказать, что окружение у меня было всегда хорошее. Как чай? Кипяток. Каждый год я посещала Каумда встречи, где нам рассказывали Кудай туралы, о том, что Кудай по своей великой любви к нам, просто любви, безусловной, просто потому что я его дочь, он послал на эту землю, чтобы меня спасти, и сам Асхте. И меня это всегда сильно касалось. Я понимала, что я грешница, что на самом деле, может быть, я так и не грешу, да, там, внешне, но внутренне у меня все равно какие-то греховные мысли. Я раздражаюсь, я обижаюсь, я не слушаюсь, у меня гордость, у меня зависть, да. И поэтому я всегда просила Кудайдан кешірім сұрадым. Всегда это было как-то неосознанно, потому что я возвращалась домой, и, в принципе, все так и продолжалось, ничего не менялось. И тут 2014 год, очередная такая встреча, и тогда проповедовал один очень хороший брат. Он сказал такую мысль, что куда я это, кто постыдится меня, того и я потом постыжусь. И эта мысль, на самом деле, очень глубоко осталась внутри меня, и я, когда вернулась домой, я очень долго думала об этом. И своим друзьям я не могла говорить, кто я, в кого я верю, куда я хожу. То есть у меня был огромный страх. Я боялась потерять друзей, я боялась остаться одна, боялась потери зоны комфорта, наверное, своей. И
Когда я после этой встречи прихожу домой, я помолилась и сказала: Кудай, я больше не хочу бояться, я хочу, чтобы этого страха не было, я принимаю решение, даже если я останусь одна, но зато я буду с тобой. Я пригласила своих близких подруг, у нас тогда такой как бы круг был общения, в общем, близких друзей. Я позвала их домой и сказала о том, что я месахшеман, я не ожидала на самом деле, что они сказали, что в принципе они это знали и будут, конечно же, продолжать со мной общаться дальше. Я рада, что я приняла тогда это решение, я позвала своих друзей, для меня это было очень важно. И с того дня они это знали, и мне было спокойно, мне было свободно. Однажды в моей жизни случился очень переломный момент. Тогда, когда мой мир потихоньку начал рушиться, если немножко рассказать вкратце, да, то мой отец, он был успешным бизнесменом, он очень круто вел дела, у него такие классные качества, что он умный, он креативный, он творческий, он может из ничего сделать такую конфетку. Это реально в папе мне очень нравится. И как-то раз ему срочно там документы нужно было что-то сделать и переписать на несколько дней свою базу, свою компанию. Это переписал на другого человека, и этот человек его очень сильно подставил. И так получилось, что папу посадили в тюрьму, и у нас хотели забрать квартиру, чтобы закрыть его долги. И тогда к нам пришли с Винпола и сказали, что мама может расписаться, подписать разводную, и тогда квартира, имущество, все останется. Но единственное, нужно было развестись официально. И мама тогда просто не знала, что делать. 5 детей, зима на улице, еще это Астана, север, да. И просто она тогда закрылась в комнате и просто молилась. И тогда Кудай прям маме проговорил, что если ты сейчас сохранишь этот брак, то покаешься ты, твои дети и весь твой дом. И когда мама это обещание приняла в свое сердце, она ни на секунду больше не сомневалась, что брак нужно сохранить и не нужно разводиться. Мы отдали тот процент, который должны были отдать, и за оставшиеся деньги взяли попроще домик, да, в районе намного проще. Но для меня, как для подростка, было очень тяжело. Я почувствовала такой сильный контраст, как с этой стороны у меня было все, а здесь у меня нет ничего. И поддержки моей семьи я не упала, точнее сильно не ушла куда-то в мир, да, то есть от этого всего. И сами Сахта, да, благодарна ему за это, и моей семье за поддержку, за то, что я всегда могла открыть свое сердце, рассказать свою боль, что я чувствую. И на сегодняшний день именно подросткам я бы очень советовала открывать свои сердца. Родители очень переживают, очень любят. И если они всегда хотят помочь, они любят тебя так же, да, но это наш выбор, рассказать им, не рассказать, поделиться, не поделиться. У меня была обида на папу сильная, у меня было недопонимание, почему это произошло, и он ничего не сделал с этим, да, но он же папа, он же должен. И я поняла, что он может дать только то, что у него есть, а сверх я не могу у него попросить, он этого сам не получил. И тогда я просто его простила. И это прощение, когда я маған сыйлады. Только потому, что у меня это было, я могла простить его. И, в принципе, это жизнь, это так она действует. То, что у тебя есть, ты отдаешь. То, чего у тебя нет, ты не можешь дать. А то, что мы можем получить, это только Кудайдан. Так? На самом деле это очень круто, что ты близка с Богом. Это, в принципе, очень классно, наверное. Я даже не знаю, как об этом сказать правильно. Прям располагаешь. И вообще жизненные взгляды какие-то правильные, добрые и позитивные вообще по отношению к людям. Как-то вот так. Очень рада то, что Саим познакомилась. Очень рада то, что она помощница наша, то, что она наш офис-менеджер и как мама нашего проекта. Желаю я ей оставаться такой же и улучшаться с
каждым разом становиться все лучше, лучше и лучше. И если бы меня попросили описать Айем каким-то стихом из Библии, то я бы сказала: всегда радуйтесь. Вот, потому что я не видела никогда таких людей, которые всегда на позитиве, всегда радостны. Конечно, бывают в жизни всякие случаи, бывают различные переживания, трудности, но это тот человек, который слишком быстро выходит из этой ситуации, из этих туч, и начинает сиять солнце.